Добрый день, уважаемые гости, дорогие коллеги! Прошедший 2020 год был объявлен годом памяти и славы в Российской Федерации, годом патриотизма в Республике Саха-Якутия и годом поколений в городском округе город Якутск. В связи эпидемиологической ситуации в 2020 году в рамках недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории города Якутска работа учреждений культуры перешла в дистанционный формат. И сегодня в новом здании Центра культуры и современного искусства имени Юрия Алексеевича Гагарина мы подводим итоги 2020 года. Приветствуем вас на ежегодном совещании работников культуры «Культура ЕКТ-21». Слово предоставляется начальнику управления культуры и духовного развития окружной администрации города Якутска Индире Петровне Ли. Добрый день, уважаемый Евгений Николаевич, Владислав Валерьевич, коллеги. Я постараюсь быть краткой, потому что у нас времени, наверное, совсем осталось мало. Да? У нас скоро начнется кинопоказ, мы чуть-чуть задерживаемся. Да? Сегодня мы с вами собрались для подведения итогов прошедшего года. 2020 год был для всех нас непростым, но в то же время мы смогли впустить в нашу жизнь новые технологии, с помощью которых работа стала мобильнее и доступнее для населения. Традиционно 2020 год начался с ежегодного совещания работников культуры города Якутска, где были обозначены основные задачи, с которыми мы, несмотря на сложившуюся ситуацию, справились. Все основные мероприятия 2020 года прошли в дистанционном формате. Под эгидой Года памяти и славы Российской Федерации, Года патриотизма в Республике Саха-Якутия и Года поколений в городском округе город Якутск. Ключевыми и значимыми стали мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это торжественная церемония водружения Знамени Победы, поздравления ветеранов в рамках всероссийской акции «Поем двором», акции «Эстафета Победы», «Песни Победы», проект «Мирные окна ЕКТ», онлайн-акции «Бессмертный полк». Национальный праздник Исых-Туймады прошел с 8 по 21 июня. Культурная программа состояла из 75 мероприятий. Благодаря современным технологиям и возможностям Исых-Туймады смогли увидеть в разных точках мира. Важными событиями 2020 года для всех нас стали это открытие Дома культуры «Кедр» в селе Табага с просторным концертным залом на 130 мест, хореографическим залом, современной библиотекой с доступом к высокоскоростному интернету. В июле музею истории города Якутска передано здание Дома-музея Кулаковского по улице Амосова. В октябре завершен ремонт, и сегодня сотрудники работают над созданием постоянной экспозиции для того, чтобы распахнуть свои двери и рассказать об истории города. В День города состоялось торжественное открытие нового Центра культуры и современного искусства имени Юрия Алексеевича Гагарина. В здании разместился один из крупнейших киноконцертных залов Якутска на 500 зрителей, оснащенный современным мультимедийным и звуковым оборудованием. Ну, эту возможность мы вам предоставили, вы, наверное, увидели все возможности этого зала. Со дня открытия центра проведено 26 мероприятий с посещаемостью 6208 человек. Функционировали 20 культурно-досуговых формирований, кружков и любительских объединений с посещаемостью 1528 человек. Создание качественного, полезного, разнообразного и интересного досуга для всех категорий населения стало главной задачей сотрудников окружного центра народного творчества. По итогам 2020 года культурно-досуговыми учреждениями проведено 3400 мероприятий с посещаемостью 207 тысяч человек. Из них на платной основе 1661 мероприятие с посещаемостью 63 тысячи человек, что является выполнением муниципального задания в установленном объеме. Культурно-досуговые учреждения города Якутска в 2020 году стали еще более доступны для маломобильных групп населения.
В рамках программы «Доступная среда» была получена субсидия из республиканского и местного бюджета на общую сумму 4 миллиона 966 рублей. Все средства освоены, оборудование доставлено и установлено в 16 филиалах окружного центра народного творчества. Прошедший год стал очень сложным для деятельности парка культуры и отдыха и кинотеатров города. С марта 2020 года Центральный парк культуры и отдыха был открыт только для прогулок и одиночных занятий спортом. Отменены культурно-массовые мероприятия, запрещена работа аттракционов. Тем не менее, за отчетный период проведена значительная работа в онлайн-формате. Было проведено 24 мероприятия, в которых приняло участие 143 тысячи человек из разных уголков республики. Кинотеатры города были закрыты с марта по сентябрь. В связи с этим количество посещений кинотеатров сократилось на 85% по сравнению с 2019 годом. Во время работы с января по март и с сентября по декабрь кинотеатры «Центральный» и «Лена» продолжили работу по организации благотворительных кинопоказов для воспитанников детского дома «Берегиня», для детей с ограниченными возможностями или школьников города. В детских школах искусств города Якутска обучается 1707 детей. После очного конкурсного отбора в ряды первоклассников было зачислено 330 учеников. С 1 октября по 3 декабря обучение проводилось в дистанционной форме. С 3 декабря детские школы искусств перешли на очно-заочную форму обучения. Во время работы в дистанционной форме школы столкнулись с рядом проблем. Но несмотря на это, в 2020 году 207 выпускников успешно завершили освоение дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ. По итогам республиканского смотра, приуроченного к 7-летию проекта «Музыка для всех», детская школа искусств номер 2 стала победителем в номинации «Лучшие учреждения детских школ искусств». По результатам исследований Департамента статистики и экспертизы Российской Федерации детская школа искусств номер 1 вошла в официальный реестр лауреатов Всероссийского конкурса «Лучшие образовательные учреждения Российской Федерации-2020» в номинации «Детские школы искусств». Прямые трансляции, зум-уроки, виртуальные выставки, акции и флешмобы на сайтах и социальных сетях, книговыдача в онлайн-библиотеках – все это стало частью повседневной жизни наших библиотек. За 2020 год число читателей и посещений библиотек в сравнении с 2019 годом уменьшилось на 51%. При этом количество обращений пользователей в удаленном режиме увеличилось с 47 тысяч до 646 тысяч. Но это почти что в 14 раз. А если точнее, то это в 13,7. Для централизованной библиотечной системы большими достижениями стали победа сетевого проекта «Библиотечный волонтер» в межрегиональном смотре-конкурсе лучших практик инициатив волонтеров культуры «Территория реализации идей» в номинации «Добровольческая волонтерская практика в работе детской библиотеки». Также получение гранта специализированной библиотекой филиалом номер 5 «Книга 03» из фонда президентских грантов с проектом «Этюды для взрослых» на сумму 378 тысяч. Из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура» библиотекам номер 21 «Созвездие» и номер 13 «Библиополе» было выделено 10 миллионов рублей на создание модельных библиотек. За счет выделенных средств произведен текущий ремонт, пополнены фонды, обновлен компьютерный парк, приобретена новая мебель, закуплена современная техника. Сотрудники прошли курсы повышения квалификации. Также внедрены технологии RFID для автоматизированного обслуживания читателей, смарт-лаборатории и единый читательский билет. В 2020 году на реализацию муниципальной программы «Культура городского округа города Якутск» было направлено 884 миллиона 600 тысяч. Освоение составило 883 миллиона 700 тысяч рублей или 99,9%. Значимая и высока роль специалистов и сотрудников в учреждениях культуры. Всего в учреждениях культуры работает 637 человек. Основной персонал 510 человек
Из них имеют профильное высшее образование 325, среднее 93. Средняя заработная плата работников культуры за 2020 год достигла установленного уровня и составила 83 952 рубля. Меняющийся мир диктует свои правила и предъявляет новые требования в сфере культуры. Запрос на новые сервисы, технологии, методики, требования к новым пространствам и компетенциям работников будет только увеличиваться. Мы обязательно выполним все намеченные задачи и приоритетные направления на 2021 год. Культура должна стать ключевым ресурсом благосостояния на новом этапе развития человечества. Каждый человек талантлив. И общая задача всех работников сферы культуры – создать условия для его развития. Культура ЕКТ-21 – это не просто название нашего итогового совещания, это то, что будет объединять нас на протяжении всего 2021 года. Мы продолжим с вами работу и в дистанционном формате. Как показала практика, он открыл множество ресурсов и методов работы с горожанами. Хэштег поможет нам подвести итоги 2021 года и наглядно в сети Instagram покажет всю нашу работу. Спасибо за внимание. Вас поздравляет ансамбль преподавателей детских школ искусств городского округа город Якутск. Руководитель Татьяна Иванова. Ансамбль преподавателей детских школ искусств городского округа город Якутск. Слово предоставляется исполняющему обязанности главы городского округа город Якутск Евгению Николаевичу Григорьеву. Добрый день, уважаемые коллеги, сотрудники, работающие в отрасли культуры города Якутска. Я поздравляю вас с этим замечательным собранием, для вас праздником. А если для вас праздником, то и для всего города праздником. 2020 год для нас, для всех, конечно, оказался годом уникальным.
в плане вызовов для всех, без исключения. Я был удивлен, посмотрев показатели, которые продемонстрировала отрасль культуры, удивлен росту, который сегодня есть. По количеству посещений, по количеству мероприятий, по количеству вовлеченности людей показатели есть до увеличения до 4 раз. О чем это говорит? Говорит о том, что сегодня городская жизнь человека неразрывно связана с культурой. Связь дуальная с двух сторон. Вот с одной стороны культура формируется людьми, с другой стороны культура формирует людей. И поэтому сегодня, когда наш город растет количество людей, которые живет, у нас растет миграция за счет людей, которые приезжают жить в наш город. И культурная составляющая, культурный код, который мы дадим людям, которые сюда приезжают и которые рождаются, жизнь начинают здесь, это ваша работа. Как показала отчет, 43%, Индира Петровна, да, у вас людей повысили квалификацию за 2020 год. Значит, с 2021 года будем требовать результаты прорывного развития за счет того, что у нас все вы обучились, больше почти половина, и будете участвовать в формировании нашего культурного слоя, культурного нашего уровня. Я вот за последние 2 недели лично очень сильно окультурился. 4-й раз уже нахожусь здесь, 2-й раз стою на этой сцене. До этого мы участвовали как строители здесь, да, меня уже окультурили. Поэтому я желаю каждому из вас больше вовлекаться в культуру. Культура, вовлекать в нее ваше окружение ближайшее. Сегодня для нас культура — это наше учреждение ДШИ, которое необходимо строить. Сегодня по ДШИ в целом мы отстаем очень сильно, к сожалению. Даже я в свое детство ходил здесь в ДШИ на хор мальчиков. У нас целая армия там была, и сегодня те ребята, с кем я ходил, в тот раз здесь один из них выступал, сегодня работает у нас в кинотеатре Лена Егоров, все его прекрасно знаете. И вот это формирование культуры в детстве детей, это, наверное, очень правильный вклад, который сегодня мы должны делать. Поэтому сегодня наравне со строительством школ, со строительством детских садов, эта задача по строительству детских школ искусств, она должна стоять на том же уровне. Это я вам говорю как человек, который в хор мальчиков ходил. Но я же забыл было. Никогда не забуду, это замечательное время. Здесь еще надо дополнить то, что парки культуры отдыха. 2020 год, опять же, показал, насколько важно для городского жителя возможность посещать в шаговой доступности общественные пространства. Мало того, чтобы надо построить это общественное пространство, нужно еще и заниматься его социокультурным наполнением, смыслами. У нас сегодня за 4-3 квартал 2020 года проведена большая работа по тому, чтобы наполнить эти общественные пространства социокультурным планированием. Вот мы планируем 10 культурных пространств, в том числе, которые напротив стоит ворота Якутска, отдать под управление МАУ, Центральный парк культуры и отдыха. И дальнейшая судьба их должна заполняться таким образом. Вот мы хотим привлечь некоммерческие организации, предпринимателей, которые готовы сегодня наполнять смыслами и обслуживать эти пространства. И при этом параллельно оказывать услуги, которые необходимы населению. Каждое общественное пространство должно стать центром притяжения. Прийти туда мы должны осознать и разделить те смыслы, которые были заложены при его реализации, при его проектировании создателями. От всего этого очень сильно зависит, каким городом мы будем для наших детей, для наших потомков, которые будут жить уже после нас. И уровень культуры поднятия сегодня сильно зависит. Кедр, ДК имени Юрия Алексеевича Гагарина, Ритм, то, что у нас есть в Магане, они все всегда наполнены людьми. Люди стремятся участвовать, быть причастными
к замечательным праздникам, потому что культура, любое событие культурное, оно вызывает улыбки. Оно всегда остается теплым в душе, поэтому спасибо вам за то, что вы делаете наш мир добрее. Спасибо. Почетной грамотой окружной администрации города Якутска награждаются Мария Витальевна Андреева, директор муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система». Наталья Алексеевна Аргунова, заведующий Дома культуры «Надежда», село Пригородное, муниципальное бюджетное учреждение, окружной центр народного творчества. Евгений Николаевич Карматунов, заместитель директора по административно-хозяйственной части муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств номер 1. Почетной грамотой Якутской городской думы награждается Яна Юрьевна Тимофеева, заведующий Дома культуры «Горняк», микрорайона Кангаласы, муниципального бюджетного учреждения, окружной центр народного творчества. Слово предоставляется первому заместителю министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Владиславу Валерьевичу Левочкину. Уважаемый Евгений Николаевич, уважаемые коллеги, мне, конечно, очень приятно сегодня быть здесь, и в первую очередь я хочу поздравить Индиру Петровну с первым отчетом в качестве руководителя управления культуры города Якутска. Мы, конечно, очень гордимся тем, что один из самых опытных наших сотрудников сейчас возглавляет отрасль культуры города Якутска, и в этом отношении министерство имело определенные потери. Но я думаю, что совместно мы справимся со всеми трудностями. Конечно, я хочу, пользуясь случаем, поблагодарить предыдущее руководство управления города Якутска, администрации города Якутска за то, что как раз-таки вот нынешний период для нас очень активен такими радостными событиями, когда мы открываем новые учреждения. Конечно же, работники отрасли культуры должны не только получать высокую зарплату, но еще работать в таких оснащенных, замечательных культурных центрах. Поскольку, конечно, мы являемся проводниками культуры, мы должны формировать в обществе новые подходы, новые возможности, новое мышление, внедрять новую культуру. И, конечно, мы должны быть оснащены, должны быть подготовлены профессионально. И вот такие условия, они как раз-таки нам сейчас предоставляются. Мы очень рады тому, что много таких объектов сейчас уже открывается. В прошлом году тоже были объекты 203-го микрорайона, в пригородах тоже оживилось строительство, и вот новые объекты были введены за последние 2 года. И в этом отношении мы тоже очень рады тому, что у нас, вы знаете, реализуется национальный проект «Культура», и в этом отношении тоже мы ведем сейчас работу. В 2019 году у нас обе детские школы искусств получили комплекты музыкальных инструментов по федеральному национальному проекту. В прошлом году 2 библиотеки получили статус модельных библиотек и получили новое современное оборудование для того, чтобы оказывать услуги по новым возможностям. В этом году у нас, получается, клуб Тулагина получает тоже оснащение по партийному проекту.
чему мы тоже очень рады. И мы надеемся, что в этом отношении учреждение культуры продолжит тоже активно участвовать в заявочных кампаниях. С этого года у нас начинается реализация национальной программы «Дальний Восток», и мы надеемся, что там тоже будут отдельные мероприятия, в которых сможет город Якутск принять участие. И вот новые условия, они, конечно, нам дают неограниченные возможности. Хотелось бы, чтобы все мы их внедряли. И, конечно же, я не могу не откликнуться вот на то выступление, которое сказал Евгений Николаевич, о том, что нам не хватает учреждений культуры в городе Якутске. Это действительно, несмотря на то, что очень многое делается, вместе с тем вопросы наших отраслей в культуре еще не решены до конца, и у нас не хватает действительно детских школ искусств, не хватает библиотек. Очень малое количество учреждений находится действительно в нашем региональном центре, где проживает треть населения нашей республики. Конечно же, мы не можем охватить сейчас все то население, которое хотело бы пользоваться услугами учреждений культуры. И вот как раз таки такие учреждения, детские школы искусств, библиотеки, они должны находиться в пешей доступности для того, чтобы наши дети могли регулярно посещать их и приобщаться к культуре, к знаниям, получать навыки. И у нас очень высокий конкурс на поступление в детские школы искусств. Конечно же, с этим нужно обязательно в дальнейшем работать. Я хочу поздравить вас с тем, что нынешний год, вы знаете, он объявлен годом креативных индустрий ЮНЕСКО. И в этом отношении тоже хотелось бы запланировать ряд мероприятий, поскольку нам нужно тоже как отрасли культуры содействовать развитию креативного сектора. Есть очень большие задачи, которые поставлены руководством республики по усилению этого сектора. И как раз таки вот мы можем выступать и экспертами, и основными проводниками данного направления. Конечно же, мы очень ждем того, что 2022 год, год столетия республики, будет объявлен годом народного искусства и нематериального наследия в Российской Федерации. Мы очень этого ждем, уже начали готовиться к этому, готовим план мероприятий и надеемся, что все запланированное нами мы сможем осуществить. Тоже поздравляю вас с этим праздником, с сегодняшним днем. Сегодня мы отчитываемся за год и, конечно же, очень хотим, чтобы мы смогли наконец работать в нормальных условиях. Мы очень соскучились по нашим зрителям, по нашим посетителям. И условия сейчас улучшаются, очень надеемся на то, что эта тенденция продолжится. Но мы помним о том, что еще есть ограничения, и мы должны их соблюдать. Уважаемые коллеги, поздравляю всех с этим событием. И сегодня, конечно, традиционно тоже у меня есть почетная миссия вручить наши ведомственные награды и знаки отличия нашим коллегам. Спасибо. Почетным знаком отличия культуры Республики Саха-Якутия награждаются Дарлен Самвелович Баркачан, концертмейстер муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств номер 2». Моника Николаевна Федорова, преподаватель отделения хореографическое творчество муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств номер 2». Почетная грамота Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия награждаются Владимир Григорьевич Охотников, преподаватель отделения инструмент эстрадного оркестра муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования детская школа искусств номер 1. Ренат Витальевич Максутов, звукорежиссер Центра культуры и современного искусства имени Юрия Алексеевича Гагарина. Почетным знаком за вклад в развитие народного творчества награждаются Розалия Александровна Громова, главный методист муниципального бюджетного учреждения Окружной центр народного творчества. Яна Леонидовна Мухина, художественный руководитель Дома культуры Чачиры, села Кирзавод, муниципального бюджетного учреждения Окружной центр народного творчества. Елена Ростиславовна Овчинникова, заведующий Дома культуры Чачиры села Кирзавод, муниципального бюджетного учреждения Окружной центр народного творчества. Вас поздравляет специалист Дома культуры Арчи-Чете, муниципального бюджетного учреждения Окружной центр народного творчества Василий Новоприезжий. Hıryat tılın mı kına
Василий Новоприезжий. Приветственное слово предоставляется председателю Республиканского комитета профсоюза работников культуры Республики Саха-Якутия Анастасии Ивановне Самсоновой. Уважаемая Индира Петровна, Евгений Николаевич, Вячеслав Валерьевич, дорогие наши работники учреждений культуры и искусств городского округа город Якутск, я рада приветствовать вас от имени Президиума Республиканского комитета профсоюза работников культуры Республики Саха-Якутия. Я последние годы каждый раз прихожу к вам сюда и не перестаю удивляться вашим новым проектам, вашим новым программам, вашим идеям, фантазиям. С удовольствием прихожу, потому что я знаю, что каждый раз я все равно что-нибудь новое увижу, услышу и буду опять восхищаться вами, вашей работой. Спасибо вам за ваш труд. Я сегодня искренне рада за работников, которые трудятся действительно в этом современном центре культуры и искусств, за то, что у вас создались наконец-то очень хорошие условия труда, где тепло, светло, уютно и чисто, где хочется приходить каждый раз с большой радостью на свою работу. Я выражаю свою большую надежду, что работникам библиотек, филиалов централизованной библиотечной системы, 15 филиалов, которые вот сегодня показали, как они работают со старым оборудованием, да настанет день, когда они тоже будут работать в таких же прекрасных залах, прекрасной библиотеке, оборудованной современной техникой. 2020 год у нас в республике объявлен годом здоровья. Поэтому я вас призываю, дорогие наши работники, чтобы вы оздоровились. Тем более сейчас все двери наших санаториев на российском уровне открыты для вас. Также у нас с 3 марта начинает работать санаторий Бестегда в городе Москве, именно для тех, кто переболел коронавирусом. И, как всегда, Реском профсоюза работников культуры окажет частичную оплату стоимости путевки в размере 10 тысяч рублей для каждого члена профсоюза. Но также 2021 год объявлен годом организационного укрепления профсоюзных рядов. Поэтому призываю тех, которые еще не являются членами профсоюза, вступить в наши ряды. Желаю вам крепкого здоровья, дальнейших успехов, процветания, благополучия, счастья и мира вам и вашим семьям. К сожалению, я сегодня, наверное, впервые пришла без наград. Мне сказали, что вы работали дистанционно, поэтому общественной работой особо не занимались. Но я думаю, что в 2021 году вы все-таки начнете дальше работать и заниматься общественной работой. Спасибо всем за ваш труд, спасибо за внимание. Для вручения наград на сцену приглашается начальник управления культуры и духовного развития окружной администрации города Якутска Индира Петровна Ли. Почетной грамотой управления культуры и духовного развития окружной администрации города Якутска награждаются Александра Владимировна Соболева, уборщик служебных помещений муниципально-бюджетного учреждения дополнительного образования детская школа искусств села Хатасы. Андриан Егорович Афанасьев,
вахтер муниципально-бюджетного учреждения дополнительного образования детская школа искусств села Хатасы. Иван Анатольевич Белолюбский, заместитель директора муниципального автономного учреждения Центр управления общественными пространствами. Аина Ефимовна Петрова, ведущий экономист, муниципальное автономное учреждение, Центр управления общественными пространствами. Аина Иннокентьевна Харабаева, хормейстер Дома культуры Чачир, села Кирзавод, муниципально-бюджетного учреждения, окружной центр народного творчества. Гульнара Шакуровна Цирендаршиева, руководитель клубного формирования Дома культуры Чачир, села Кирзавод, муниципального бюджетного учреждения, окружной центр народного творчества. Грамотой Управления культуры и духовного развития окружной администрации города Якутска награждается Наталья Павловна Инкончан, преподаватель отделения фортепиано муниципально-бюджетного учреждения дополнительного образования детская школа искусств номер 1. Благодарственное письмо вручается Андрею Алексеевичу Бортнягину, художнику муниципально-бюджетного учреждения дополнительного образования детская школа искусств номер 1. Вячеславу Сергеевичу Егорову, звукорежиссеру Дома культуры Чачир, села Кирзавод, муниципально-бюджетного учреждения, окружной центр народного творчества. Приветственное слово предоставляется директору муниципально-бюджетного учреждения, окружной центр народного творчества городского округа город Якутск Петру Петровичу Пестрякову. Здравствуйте, уважаемые коллеги, Евгений Николаевич, Вячеслав Валерьевич, Индира Петровна. Уважаемые коллеги, всех поздравляю вас с подведением итогов 2020 года. Скажу честно, я не по программе, сам напросился и хочу пригласить на сцену Евдокию Петровну. Наш коллектив, окружной центр народного творчества, хочет вас поздравить, хотим, вернее, поздравить вас с новосельем. Мы, к сожалению, в сентябре не смогли подъехать по объективным причинам. Мы 14 лет вместе работали, бок о бок. Сейчас у вас большое красивое здание. И мы хотим вам вручить, мы всем коллективом подумали, скинулись и купили картину заслуженного художника России, народного художника нашей республики, директора арт-галереи «Вергель» Юрия Васильевича Спиридонова. Называется картина «Полнолуние». Автор отражает в своей картине вечность, красота,
и философия жизни. Хотим вам на добрую память вручить эту картину. Коллективу Центра культуры и современного искусства имени Гагарина с новосельем коллектив МБО ЦНТ, ГО город Якутск, дарит вам авангардную картину народного художника Якутии Юрия Спиридонова. Желаю вам творческих успехов, достижения больших высот в области современного искусства и культуры. И его книгу об авторе, о его жизни, вот такая вот книга есть. Вот. Дорогие друзья, вас поздравляет хормейстер Центра культуры и современного искусства имени Юрия Алексеевича Гагарина Сардана Бочкарева. Сардана Бочкарева. Уважаемые коллеги, дорогие гости, приглашаем на общее фотографирование по группам. На сцену приглашаем исполняющий обязанности главы городского округа город Якутск Евгения Николаевича Григорьева, первого заместителя министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Владислава Валерьевича Левочкина, председателя Рижского профсоюза работников культуры Республики Саха-Якутия Анастасию Ивановну Самсонову, начальника управления культуры и духовного развития города Якутска Индиру Петровну Ли. Просим присоединиться к официальным лицам награжденных.